Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о пожаре в многоэтажном доме на улице Тунакова в Казани. Перепад электричества, скачок и свет отключился. И гибели мужчины на пожаре в Тетюшах. Покажем пожар в казанском автосервисе и водителя с признаками наркотического опьянения, задержанного в Салават-Купере. А также неадекватное поведение пары под воздействием наркотиков и задержание курьера-мошенников с сотнями тысяч рублей, принадлежащих обманутым пенсионерам. Говорит: мама, ты уж не жалей, деньги отдай. Это и не только. Прямо сейчас. Видимо, надолго остались без электричества жители 56-го дома по улице Тунакова в Казани. Сегодня утром у них мигнули лампочки, после чего все потухло, а в квартиры стал проникать запах гари. Едкий дым поднялся до окон 9-го этажа. Жильцы предположили, что был скачок напряжения. Сгорела ли техника, проверить пока не могут. Но что сгорело еще, увидели сразу же, как вышли на улицу. Окна запотели. Во-первых, и возгорание произошло, и перепад электричества. Скачок и свет отключился. Заметив черный столб дыма из окон своей квартиры на 8-м этаже, мужчина занервничал. Думал, что пожар у кого-то из соседей, схватил документы и выбежал на улицу. Там и увидел эпицентр пожара. Большой электрический шкаф, стоящий у стены дома, полыхал открытым пламенем. На номер вызова пожарной охраны 101 позвонили сразу. Огнеборцы приехали быстро, но им не оставалось ничего другого, как вместе с жильцами дома смотреть на огонь. Провода были под напряжением, тушить пожар было нельзя. Ждали электриков. Как только питание отключили, огонь потушили в считанные минуты. Наверное, может, нагрузка, может, что-то запитано. А никогда вообще не было у вас в доме таких скачков каких-то? Нету, такого не было. Люди в результате пожара не пострадали, однако без электричества им предстоит жить, пока полностью не поменяют поврежденную огнем проводку. И только после этого они смогут проверить, не пострадали ли бытовые электрические приборы. Сейчас пожарным дознавателям предстоит установить точную причину возгорания. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Лисан Саитова. Вызов 112. А на улице Бурхана Шахиди сегодня днем загорелся автосервис. Увидев черный столб дыма, сотрудники автомастерской сразу же набрали номер вызова пожарной охраны. Огнеборцы выяснили, что в лакокрасочном боксе вспыхнула емкость с краской. Пожарные вскрыли перегородку и потушили пламя. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Люди в результате пожара не пострадали. Почему вспыхнул огонь, предстоит выяснить пожарным дознавателям. 67-летний мужчина погиб на пожаре в собственном доме. Трагедия произошла в одном из частных домов города Тетюши. Увидев полыхающую бревенчатую постройку, соседи вызвали пожарных. С огнем последние справились практически за 20 минут. И во время разбора сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего хозяина дома. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. По словам соседей, погибший выпивал и курил прямо в доме. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении. Тело женщины обнаружили прохожие сегодня рано утром на улице Файзи, прямо напротив 175-й гимназии. К месту происшествия прибыли полицейские. Следов насильственной смерти они не обнаружили. На вид женщине 60-65 лет. Предварительно она умерла от остановки сердца. Но окончательные выводы будут сделаны после судебно-медицинской экспертизы. 48 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков возбудили полицейские в Казани за время проведения первого этапа всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она проходила с 13 по 24 марта. Увидев неадекватное поведение мужчины и женщины во дворе одного из домов на проспекте Победы в Казани, очевидцы решили, что в трезвом уме так себя люди вести не могут. И, предположив, что опьянение пары совсем не алкогольное, набрали номер, который был указан на листовках и баннерах, развешанных по всему городу. Приехавшие на место стражи порядка мнения жителей дома разделили. Пару задержали, доставили на медицинское освидетельствование. Анализы подтвердили наличие в организме обоих задержанных запрещенных веществ. И мужчину, и женщину привлекли к административной ответственности по статье «Потребление наркотических или психотропных веществ» без назначения врача. Всего за первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» в Казани возбуждено 48 уголовных дел по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». 114 административных материалов за употребление наркотиков. Помимо того, что мы раскрываем преступления, также проводим профилактическую работу на территории города Казани. С этой целью мы расклеиваем наклейки с указанием номера телефона, куда жители Казани могут обратиться.
За период акции стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 2 килограммов наркотических средств. Эта акция всего лишь способ привлечь внимание к проблеме незаконного распространения и употребления запрещенных веществ. Любую информацию о незаконном хранении, изготовлении и сбытии запрещенных наркотических и психотропных веществ принимают по указанным телефонам, в том числе и анонимно, и после окончания акции. Сирина Сахапова, Нафиса Минязова, вызов 112. 25-летнего предполагаемого наркозакладчика задержали полицейские в Зеленодольске. На его след вышли в результате оперативно-розыскных мероприятий. Стражи порядка установили, что молодой человек бесконтактным способом покупал наркотики, фасовал на мелкие партии и прятал их в тайниках-закладках, продавая желающим их координаты. Во время досмотра молодого человека полицейские нашли при нем 21 сверток, как потом установила экспертиза, с мефедроном общей массой 20 граммов. А в квартире нашли и изъяли более 20 граммов мефедрона, около 13 грамм ПВП и более 1 грамма клефедрона. В телефоне задержанного обнаружили координаты 11 уже оборудованных тайников. Следственным отделом возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ. Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают, у кого и как он приобретал наркотики. Водителя «Лады» 9 модели с признаками опьянения остановили автоинспекторы на улице Гореева. Манера вождения им показалась подозрительной, и молодого человека, сидящего за рулем, решили проверить. Ни вид благополучной семьи, ни пассажирка, ни собака в салоне машины бдительность сотрудников ГИБДД не притупили. 28-летнему водителю предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. В присутствии понятых он согласился. Алкотестер показал, что спиртного мужчина перед поездкой не употреблял. А от предложения проехать в больницу для медицинского освидетельствования, которое выявляет и наркотические вещества в крови, водитель отказался. Почему, он рассказать не пожелал. Теперь водителя ждет суд, вероятно, лишение водительских прав на срок до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. 2 пенсионерки Альметьевска лишились своих денег, поверив телефонным мошенникам. В обоих случаях им позвонили неизвестные женщинам люди и сказали, что родственники бабушек попали в беду, и чтобы им помочь, нужно передать деньги курьеру. Они так и сделали. Одну из них деньги вернули, второй не успели. 77-летняя пенсионерка очень разволновалась, услышав в телефонной трубке, что внучка сбила человека, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Но тут же обрадовалась, дело можно и избежать, нужны всего лишь деньги. Пенсионерка собрала всю имеющуюся дома наличность, а это 164 тысячи рублей, и отдала пришедшему курьеру. Позвонить родственникам догадалась, когда было уже поздно, и она осталась без копейки. Написала заявление в полицию, и уже на следующий день 18-летнего курьера нашли. Только деньги пенсионерки он уже успел отправить так называемому работодателю. Вместе с ним в отдел был доставлен и его 20-летний знакомый, который тоже имел некоторый процент от такого заработка. По версии следствия, он подбирал желающих работать курьером. Одной из них была 19-летняя студентка одного из профильных учебных заведений города. Она была задержана с поличным при попытке перечисления денег. Задержанная призналась, что в начале марта она взялась за 2 заказа. С разных адресов забрала у пенсионерок около 650 тысяч рублей. Перевела эти деньги на свой банковский счет. Но банк, заподозрив сомнительную финансовую операцию, заблокировал карту на 10 дней. Одной из жертв мошенничества стала 85-летняя Анна Павлова. Вы мама? Я говорю, мама, ваша дочка погибла. Не погибла, под аварию попала. Испугавшись за жизнь своей дочери, Анна Павлова, видимо, не разобрала, правда ли на другом конце линии голос ее дочери. Ей показалось, что говорит с ней именно близкий человек. И говорит, мама, ты уж не жалей, деньги отдай. Отдай деньги. Я говорю, какие? Сколько? Я говорю, у меня нету, говорю, денег. Так, сколько есть, столько и отдай. Сейчас же придет человек. Телефонный аферист велел пенсионерке положить в пакет посуду для отвлечения внимания и правдоподобности. Якобы нужно в больницу, а деньги завернуть в полотенце. Она так и сделала. За пакетом пришла молодая девушка. Следственным отделом МВД России по Альметьевскому району возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные 200 тысяч рублей Анне Павловой вернули, но у курьера были еще 443 тысячи рублей, которые, по всей видимости, тоже забрали у пенсионеров. Но заявление в полицию еще не поступало. Стражи порядка просят не верить всему, что говорят по телефону неизвестные люди, и обязательно перепроверять информацию через своих родственников. Иван Сарафанов, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.